Коронавирус и связанные с ним ограничения по-прежнему находятся в центре внимания всего нашего общества. Несмотря на то, что сняты некоторые ограничения и жизнь внутри республики постепенно входит в нормальное русло, все мы понимаем, что опасность распространения болезни сохраняется. Насколько серьезна эта проблема, видно на примере России, в частности, республик Северного Кавказа. Сотни человек переболели коронавирусной инфекцией, десятки погибших. Кое-где пик болезни пройден, но риск рецидива все еще существует. Мы связались со специалистами ряда республик и попросили их рассказать о ситуации с COVID-19. На связи Карачаево-Черкесская республика, Республика Адыгея и Кабардино-Балкария. Здравствуйте, Расул Мигерович. Нас интересует ситуация пандемии в Карачаево-Черкесской республике. В связи с этим у меня несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, сколько выявленных случаев COVID-19 в общем? Количество выздоровевших? Есть ли прирост на сегодняшний день и какая смертность? К сожалению, вот так сейчас прям точно сказать количество не смогу. За 3000 человек выявленных у нас, официально выявленных, тех, которые заболели. На сегодняшний день выздоровело, больше половины уже выздоровело этих людей. Большинство находится на амбулаторном лечении у себя дома. И малая часть уже находится в больницах для ковид-больных. На сегодняшний день ни проблем с госпитализацией, ни других проблем нет. Все это уже миновало, поскольку пик болезни уже прошел, и мы сегодня уверенно показываем положительную тенденцию борьбы с этой болезнью. Ну, можете ли вы сказать, что вы победили коронавирус? Ну, буквально вчера у нас, позавчера прошло промежуточное итоговое заседание рабочей группы при оперативном штабе, которую я возглавляю. И на нем, согласно отчету нашей рабочей группы, можно сказать, что мы как бы хребет болезни сломали, но еще до полной победы далеко, поэтому мы не останавливаем свою работу. Достаточно много людей, которые амбулаторно лечатся у себя на дому. Еще до сих пор есть случаи выявления. На сегодняшний день 30 новых случаев выявления. Поэтому говорить о полной победе еще рано. Но я надеюсь, что мы уже в победителях. Как люди вообще реагируют на эту ситуацию? Соблюдается ли до сих пор карантин или есть какие-то послабления уже? Вы знаете, как и везде, наверное, в первую очередь Карачаево-Черкесия была одним из последних регионов, куда дошла эта болезнь, когда в России уже многие регионы боролись с этой болезнью, у нас еще не было больных. И поэтому случилось так, что общество разделилось на коневерующих и коверующих. Большинство населения очень скептически поначалу относились к этой болезни. И даже когда уже начали заболевать люди, когда уже появились первые больные в силу ментального характера, наверное, местного населения, не прекращались свадьбы, не прекращались похороны. Достаточно слабо соблюдался масочный режим самоизоляции. Поэтому ситуация очень быстро осложнилась. Поэтому начали умирать люди в связи с этой болезнью. И массово начали заражаться буквально улицами, селами, начали заражаться друг от друга этой болезнью. У нас были ситуации, когда на улице не было ни одного дома, где не было бы больных, и все лежали. Были случаи, когда не могли вызвать скорую целая семья, которая стала одновременно плохо всем членам семьи. Поэтому реакция населения была достаточно несознательной, я бы сказал, поначалу. Но потом, когда все это уже все ощутили практически на себе, на своих близких, на своих родственниках, безусловно, реакция стала чуть-чуть другой. Люди стали осторожничать, без надобности не выходить из дома. И это тоже, вот эти меры, они позволили нам сегодня сломить ситуацию, поскольку единственной действенной формой борьбы с этим коронавирусом всеми признано это режим такой строгой самоизоляции. Вот если удается этот режим соблюдать, то
шансы на то, чтобы побороть быстро болезнь, они гораздо-гораздо увеличиваются. Вот если говорить о смертности, вот какая статистика? В общем-то, у нас статистика, сами понимаете, это дело достаточно сложное, это научное. Есть критерии смертности, которые приняты Всемирной организацией здравоохранения, приняты Министерством здравоохранения Российской Федерации. Они, безусловно, распространяются на всю территорию Российской Федерации. Из них там около 5 критерий смертности, и только один критерий, это можно говорить о том, что человек умер от ковид. Это когда у человека нету вообще никаких побочных заболеваний, он абсолютно здоровый, и вот он заразился ковид, и вот он умер от него. Вот только тогда статистика его объявляет умершим от ковид. Таких у нас было случаев 12 или 13. Это очень мало по сравнению с тем, насколько много людей умерло в ковид-госпиталях. Но нужно учесть одно, что в ковид-госпитали попадали не всегда самые здоровые люди. Там, значит, было большинство инсультников, сердечников, людей с различными формами, тяжелыми заболеваний хронических. И когда они заражались ковид, то, естественно, это все вызывало осложнения, и они непосредственно умирали от той хронической болезни, которыми они страдали. Могу сказать, что в ковид-госпиталях, насколько мы можем себе представлять, где-то скончалось более 100 человек в Карачаево-Черкесской республике. Некоторые говорят о другой статистике, некоторые говорят, что гораздо больше умерло от ковид, некоторые говорят меньше, цифры там 60, 80. Но вот если взять что-то усредненное, то в ковид-госпиталях скончалось больше 100 человек, из них только 12, насколько я помню, признаны скончавшимися непосредственно от самой болезни ковид. Если говорить о работе медперсонала на сегодняшний день, они все работают в штатном режиме? Было всего 5 госпиталей открыто, ковид-госпиталей. Кстати, изначально республика по тем нормам, которые были заложены Минздравом России, она изначально была готова к госпитализации. То есть нам по всем стандартам в республике мы должны были открыть 450 коек для ковид-больных. У нас даже было больше открыто изначально, и вроде бы как мы считали, что этого будет достаточно, но, к большому сожалению, болезнь очень сильно распространилась, и тяжелых больных стало гораздо больше. В одно время госпитали были перегружены, и мы порой не находили мест для госпитализации людей. Но такая ситуация продолжалась, может быть, 7-10 дней. Потом ситуация начала выравниваться. На сегодняшний день уже один из госпиталей переведен в резерв, один госпиталь закрыт. И вот 3 основных госпиталя в республике, которые до сих пор работают в штатном режиме, как ковид-госпиталя. Мы, как рабочая группа и как представители некоммерческого сектора республики, общественных организаций, благотворительных организаций, мы очень скрупулезно мониторим ситуацию непосредственно на местах. Мы не ориентируемся исключительно на те цифры и данные, которые говорят какие-то профильные, ответственные органы, ведомства. И я могу с полной ответственностью заявить, сегодня я представляю как и общественный сектор от благотворительный фонд «Территория милосердия», так и являюсь представителем одной из ветвей власти, депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесской республики. Я могу ответственно заявить, что сегодня действительно в разы упала вот эта заболеваемость этим ковидом. Сегодня, например, мне отчитывались из одной из поликлиник
одного населенного пункта, в котором в самое тяжелое время принимали до 100 вызовов в день, и из них где-то 60-70 человек были с повышенной температурой и со всеми признаками этой болезни. Вот сегодня утром буквально они отчитались, что было всего 5 звонков, и первый раз за сегодня не было ни одного человека с температурой. Эти вызовы были не связаны непосредственно с этой болезнью или с ее признаками. Поэтому тенденция очень хорошая к снижению заболеваемости. Мы надеемся, что в ближайшее время мы окончательно справимся с ней. Спасибо, что ответили на наши вопросы. До свидания. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Альбина Васифовна. Мы бы хотели узнать, какая ситуация с пандемией в Республике Адыгея. Добрый день. На сегодняшний день у нас в республике зарегистрировано 2187 случаев новой коронавирусной инфекции. Это за весь период пандемии. Выздоровело на сегодняшний день 1626 человек. Это 74% от заболевших. Тем не менее, на лечении находится 547 человек, из них 279 это получают лечение в стационаре, и 268 человек на амбулаторном лечении. За последние сутки прирост заболеваемости составил 20 случаев. Но стоит отметить, что в течение последней недели, с 4 июля, у нас наблюдается спад ежедневного прироста заболеваемости в 2 раза. И вообще за весь период пандемии у нас зарегистрировано 14 случаев летальных исходов, что составляет 0,6% от всей заболеваемости. Последние летальные случаи были зарегистрированы в конце июня. Если мы сравниваем летальность Республики Адыгея с летальностью в целом по Российской Федерации, то она в 2 раза ниже по интенсивному показателю, чем в Российской Федерации в целом. Часто ли встречается тяжелая форма? Как вообще протекает болезнь? Большинство заболевших, которые зарегистрированы на сегодняшний день, перенесли заболевание в легкой и в средне-тяжелой степени тяжести. У нас уже возобновили работу автобусное сообщение, железнодорожное сообщение с рядом регионов. Но, тем не менее, остаются закрытыми тренажерные залы, открыты уже парикмахерские, открыты рынки. Открыты детские дошкольные учреждения в ограниченном режиме по количеству наполняемости групп. В целом население, конечно, с начала пандемии очень адекватно реагировало, придерживались всех мер, которые приписывали нам специалисты Роспотребнадзора и Республики Адыгея, и Федерального центра. Сохраняется у нас масочный режим в общественных местах. Население активно использует средства индивидуальной защиты. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Мы желаем удачи всему народу Адыгеи и, конечно же, скорейшего выздоровления всем больным. Эпидемиологическая ситуация в Кабардино-Балкарской республике остается стабильной и контролируемой. На сегодняшний день, с момента распространения на территории республики коронавирусной инфекции, зарегистрировано 5433 случая заражения. За последние сутки это 45 случаев. Выписан только за сегодняшний день 105 человек. Больше 900 человек остаются на лечении. У нас действует 7 госпиталей, общий коечный фонд для лечения больных с коронавирусной инфекцией составляет 1583 койки, заняты 1000 коек, и мы готовимся, в общем-то, к закрытию уже первых госпиталей. Заболевание идет на спад. Вдвое уменьшилось количество вызовов скорой помощи по поводу тяжелых состояний людей с проявлениями коронавирусной инфекции, и на 30% уменьшилось количество госпитализируемых, значительно уменьшилось количество тяжелых случаев, когда человек в тяжелом состоянии поступает в госпиталь. С 11 по 22 июня Кабардино-Балкария находилась на так называемом плато, и в последние 10-12 дней у нас идет стабильное снижение
заболеваемости коронавирусной инфекцией, снижается количество тяжелых пациентов, и поэтому потихоньку снимаются те ограничения, которые были введены из-за коронавирусной инфекции. Конечно же, заболеваемость еще держится, и коронавирус никуда не делся. У нас сохраняется масочный режим в организациях. Не все организации еще в полном объеме приступили к исполнению своих функций. Также не сняты ограничения для людей старше 65 лет. Они все еще могут оставаться на больничном, могут оставаться в самоизоляции или дистанционно работать там, где есть такая возможность. То есть, конечно, еще определенное время мы будем соблюдать меры профилактики и адаптироваться к той реальности, которую диктует нам новая коронавирусная инфекция.